Добрый день, уважаемые члены жюри и участники Республиканской конференции «Шаг в будущее». Меня зовут Афанасьева Инна Семеновна, ученица 8 класса Тумульской средней школы у Салданского улуса. Представляю на ваше внимание доклад на тему сакральности якутской подстилки постели телля. Актуальность темы исследования. В последнее время интерес к архаическим формам сознания в целом народной культуре заметно возрос. Многие практические действия культуры имеют не только материальное, но и еще скрытое сакральное значение. У якутов есть традиция использовать подстилку теллях и в быту, и на праздничных торжествах, и во время проведения различных ритуалов. Теллях сопровождал человека от рождения до загробного мира. Целью исследования является сакральное значение постели подстилки теллях. Для достижения цели нами поставлены следующие задачи. Изучить литературу по данной теме, изучить особенную значимость изделия, методы исследования, сбор материала, анализ, создание классификации и выводы. Гипотеза. Если с малых лет приобщиться к национальной культуре, то дети вырастут патриотами своего народа и сохранят традиции для будущих поколений. Звездой темы считаем. Принята попытка создать классификацию изделий по использованию и выявлению сакральной значимости. В своей работе мы опирались на фольклорных материалах, на исследованиях ученых Бравиной, Попова, Васильева и других. В ходе исследования нами выявлено следующее. Во-первых, основной материал изготовления – кожа, равдуга, шкура, пушнина, растения и земля. Во-вторых, в изготовлении подстилки теллях обращали внимание семантике цветовой символики, которая выражает мировоззренческие, религиозные и этнические факторы – это белый, черный, красный и зеленый. В-третьих, в ходе исследования нами найдено 37 разновидностей телля, которые классифицировали по 6 темам. При проведении свадьбы используют 10 разновидностей, при рождении ребенка 6, в Исехе 5, использование проведения ритуалов 8, шаманское поверье 5, погребальный обряд 7. По нашей классификации выявлено, что в свадебном обряде теллях является символом чистоты нравов. Девушки возмужания парня мужчину. Во время деторождения женщина опирается на благосклонность матери природы в божестве Айгыт. В празднике Исех теллях используется в качестве почетного места и для чистоты парадного угощения. По шаманскому поверью, Иек мать зверь дает силу, энергию, что дает и постель этих животных. Широко используется при проведении различных ритуалов. Во время погребального обряда наблюдается время веры в загробную жизнь. В старинном обряде телля выгнута у воинов отражена вера на вторую жизнь. В заключение можно сказать, что человек с рождения тесно связан с природой, с минуты рождения, когда падает в объятия земли матушки, соприкасается с травой, так и всю жизнь якут живет по законам Ичче, а Yi впитывает их силу до самой смерти, пока его душа возвращается к той самой земле, на которую он вступил при рождении. Проводником в этом жизненном цикле является теллях. Таким образом, теллях, постель, подстилка как часть материальной культуры связана с верованиями, обрядами, божествами, природой и поэтому имеют свою сакральную значимость. Спасибо за внимание.